прежде всего толчком послужило то, что до нас дошло известие, что Анатолий Васильевич упаковал свою коллекцию и готовит ее к продаже. И поскольку вы прекрасно знаете, что коллекция это очень обширная, пушкинская его коллекция, там очень много экспонатов, и экспонаты не дешевые, то нам показалось, что, скорее всего, эта коллекция идет куда-нибудь за пределы Удмуртии, и мы ее с вами, может быть, даже больше и не увидим. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей, ну, в частности, вот, молодого поколения, как-то познакомилось. Но я не имею в виду, конечно, вас, поскольку вы там больше всех знаете. Но и все остальные тоже имели возможность познакомиться с этой коллекцией, потому что с тех пор, как она выставлялась в этом Национальном музее, прошло уже много лет, и она у него как бы разрослась в различных направлениях. Так, Анатолий Васильевич? Да, так в частности, да, вот много очень чернильниц, которые он собирал со всего света, и часть которой вот представлена здесь. Потом он стал собирать, вот еще вы здесь увидите, значит, коллекцию сувениров там, где лебедь с лебедятами и так далее. То есть вообще в разных направлениях она разрослась. А вторая как бы причина, которая послужила для организации этого мероприятия, это нам бы хотелось как-то деликатно напомнить лицеистам, которые, ну все, наверное, это знают, и рассказать, наверное, учащимся средних школ о той роли, какую играло лицейское образование вообще у нас в России, что значило быть лицеистом, какие основы духовно-нравственной культуры вообще входили в лицейское образование, что значил для вот выпускников их девиз для общей пользы, и как вот они эти моральные нормы, нормы воспитания, и вот этот девиз пронесли, что ли, и жили с ним на протяжении всей своей жизни. И показать это на примере человека, который окончил Императорский Александровский лицей в 1899 году, это было через 100 лет после рождения Пушкина, который жил в нашем городе, имя которого связано с историей Ижевска, и потомки которого до сих пор живут в Ижевске, это Константин Густавович Эйлер. То есть вот что такое было лицейское образование и вот как его судьба сказалась на истории нашего города. Ну, в моей коллекции около или больше 1000 книг. Мало ты и много. У меня одна комната. Теперь я, когда начал собирать книги, ну, они мне как-то по душе, но не совсем. Потому что мне мало приходилось читать, а работать мне некогда было с ними. И вот, а когда ко мне приходили родители и с ребятами, с детьми, и я стал смотреть, вот, приходят дочь и мальчик, мальчик и девочка, или 3 девочки, там 3 мальчика. И вот они посмотрели, это еще было давно. Я говорю, нравится, нравится, что вам понравилось? Пушкин, еще что? Пушкин, больше-то ничего нет. А еще что? Еще Пушкин. Еще можно говорить. Ну, вы надолго запомнили? Надолго. На другой день они уже не помнят. Ну что, Пушкин, Пушкин. Ну, значит, то, что я посмотрел, надо, значит, было портреты делать А3, а не А4, и не маленькие, чтобы они вот так вот смотрели. А3 сделали, и обязательно надо было для маленьких ребят рамки, чтобы были позолоченные. Понимаете, нет? Вот когда они приходили, вот, я еще когда собирал когда-то монеты и значки, вот, открывается дверь, 2-3 класса залетают. Здесь есть золото. Это золотое, это золотое. Вот им надо было все золото. Самое. И, ну что я буду говорить? Нету. Ну, все, пошли. И вот, значит, я стал, когда сделал портреты А3, и рамки были позолочены, теперь ксерокопии делали очень отличные.
И даже бывало, можно было посмотреть, там, сама как-то бы погладить, там, еще что-нибудь. И всем нравилось. А теперь только портреты. И надо было мне статуэтки, надо было мне искать деньги. Деньги тех времен или пушкинских времен. Теперь, значит, кроме статуэток, были самодельные, там еще что-нибудь. И вот я стал собирать абсолютно все, что связано. Даже коробочки, фантики. Когда посмотрели, что фантики были, которым 100 и 150 лет, интересно это или неинтересно. Когда маленькие приходят, вот, кроме этого, они фантики на второе место ставят. Теперь, значит, фантики нравятся, монеты нравятся. Теперь с книжками только нравятся им, значит, пушкинские сказки. Ну, у Пушкина сказки, я считаю, это мое мнение, самые лучшие, самые интересные. Их можно читать, и они никогда не, как бы сказать, не тяжело их, они легко читаются. Я считаю, что сказки самые интересные. И вот в другой раз, это было лет, наверное, когда началась советская власть, советское правительство сделали конкурс «Лица Пушкина». Все могли участвовать. И вот там эта книжка у меня где-то есть. Все участвовали. Ну, участвовали все, я бы которых на 1000 километров мы не допустили до этого, чтобы портреты искрали. И там, знаете, ну вот как все равно, что кто-то взял, пришел, морду этому натыкал и кругом. И вот и считается, что он не сам участвовал в конкурсе портретов Пушкина. И вот я еще что хотел сказать. Вот когда говорят, а вот я бы поставил Пушкина близко бы, или вот там еще. Ну, Пушкин ни с кем не сравнимый. Согласны вы со мной? Ни с кем. Ставить можете на первое, на второе, но таких уже Пушкиных никогда не будет. Когда у меня родился, я еще не читал, когда у меня родился сын на 60-м году, я стал читать сказки, а потом даже наизусть уже изучил. Вот он говорит, давай мне вот эту сказку, такую сказку. Ну и вот, то есть я сам вырос с этим. Теперь у Пушкина, вот возьмите вот этот самый лицей. Он литературный, что ли? Там все, значит, почти что все, это либо судьи, либо там еще, ну, на любой, его можно было ставить на любую профессию, и они любую профессию потянули бы, и тянули. И сколько людей там было, мы всех почти что знаем по фамилии и лицо. А мы знаем или нет вот какой-то институт всех с первого дня и по последний день? Нет, не знаем. И можем мы судить, имеем право говорить, что Пушкин наш самый любимый. Я значит, портретов, такие как у Пушкина, ни у кого больше нет. У него в каждой стране есть портрет. И не по одному портрету. Теперь он очень мало прожил. И вот некоторые говорят, за такое время сделать, у него
по-моему, 9 опер. Мало это или много? Это очень много. Теперь фильмы, теперь книги и так далее и тому подобное. И все это интересно, очень интересно, интересно и интересно. И вот обычно, когда в очереди были за хлебом или еще, взрослые всегда разговаривали. Вот я 2-й раз читаю Пушкина, я повторяю, 3-й раз читаю. А почему? Потому что вот, потому. Я когда-то работал водителем в парк-лечебнице и возил врачей, ну, по квартирам, кто болеет. И вот была одна врач, фамилия Светлана. Она никогда ничего никому не отказывала, она очень хорошая, добрый врач была. И все время она, значит, Толя, заедем в магазин книжный. Только не говори Гладкичу, я говорю, ладно. Она все время книжки брала. Потом, значит, самое. Я говорю, дадите мне книжечку почитать. Нет. Я даже как так? Столько книг, и книжку мне не даст почитать. Я говорю, а почему вы мне не хотите дать книгу почитать? Во-первых, посмотрите, какие у вас руки. Как у меня руки хорошие. И грязные у вас. Я читаю книжку. У меня перчатки лайковые, кожаные. Я одеваю их, потерла, все, и почитала, кончила, все, и вот таким образом. Значит, я вам не могу дать, потому что если ты почитаешь потом, там уже пятна все равно останутся. Я говорю, да как пятна останутся? А ты читал там вот как-то? Она даже не дала мне проверить, что вот придешь домой книжечку, посмотри, и так вот нажми, и потом посмотри через руки. Заметно там, что вы эти руки трогали эту хорошую книгу, а книга, руки твои грязные. Вот таким образом. Конечно, начало XIX века, новый царь Александр I, человек, который получил европейское образование, он понимал, что в России настает время перемен, назрели перемены, и необходимо было эти перемены проводить новыми людьми, кто готов был это сделать, но для этого необходимо было этих людей создать, их нужно было воспитать, их нужно было образовать. Для этих целей как раз и был создан лицей, их было 6 штук всего в России, всего 6, это был Царско-Сельский лицей, соответственно, это был Ришельевский лицей в Одессе, это был лицей в Ярославле, в Нежине и так далее. Ну, в общем-то, в Москве и вот 2 в Петербурге. Самое интересное, что в этот период совпало все. Желание императора, потребность народа, потому что действительно нужны были новые государственные деятели, те, кто смогут провести реформы. Но их нужно было воспитать, и вот в 1811 году, 19 октября, открывается Царско-Сельский лицей. Принимают туда 30 мальчиков от 11 до 15 лет. Разброс возрастной получился, конечно, большой, но это была лицейская семья. Надо сказать, что министр просвещения Разумовский, государственный секретарь Спиранский и директор лицея Василий Федорович Малиновский, они сделали все для того, чтобы создать этот лицей и сделать так, чтобы мы говорили о таких вот 2 словах, как лицейский дух. Лицейский дух, я думаю, есть в каждом лицее, и у вас тоже. Вы потом сами, наверное, сможете сказать точно, что вы сюда включаете. Но надо сказать, что Царско-Сельский лицей, правильно сказал Анатолий Васильевич, он был в этом плане очень знаменательный. Да? И мы действительно знаем всех выпускников, мы знаем, кто чем занимался. И обратите внимание, там воспитывались индивидуальности.
Их научили спорить, их научили мыслить, их научили отстаивать свою точку зрения. Вы знаете, что многие из них стали декабристами и прошли этот путь до конца, и были ссылки. И что я хочу сказать, как традиция, это дружба лицейская. И вообще, когда спрашивали очень многих людей, говорили, это порядочный человек, что вы хотите, он лицеист. То есть там было не только широкое образование, энциклопедические знания давались, но и, конечно, было воспитание. 30 мальчиков, ну, я думаю, вы, наверное, изучали, как у них был распорядок, да? Но они еще примерно, да, литературы, да. Ну, в общем, в 6 утра встают, в 10 ложатся, ни дня, ни часа в праздности, да, 7 уроков в день, то есть, в принципе, очень насыщенный график. Но вот я хочу сказать, что первые 3 года на первом месте стоят нравственные науки. У нас нет теперь такого понятия уже, да, почти. У нас нет таких уроков. Или есть, но очень редко, да. А там нравственные науки, то есть философия нравственности, этика, политология, политика. Они изучали все. Они изучали, как быть гражданином. Их учили этому. Поэтому, конечно, правильно говорили о том, что герб для общей пользы, где соединение лаврового венка славы, дубового венка силы, мудрости совы, а также лиры Аполлона и свитка творческое начало. Правильно упомянул сегодня Анатолий Васильевич, они все писали стихи, они все рисовали. Представляете, какой там был учитель Чириков, который научил всех рисовать? 30 человек, рисовали все. Я вот просто завидую, потому что меня рисовать не научили. А он научил рисовать всех за первые 3 года. Далее, конечно, это было закрытое учреждение. Обучали очень сильно и очень много иностранным языкам. По расписанию, которое составлял сам министр просвещения Разумовский, у них было 8 часов в неделю французского и 8 часов в неделю немецкого языка, 6 часов латыни, 3 часа русского языка, то есть русская словесность, и другие предметы. Я нашла такую фразу очень интересную, что последние 2 года они вставали в 3 утра, то есть они вставали вообще в 6, да? Они вставали на 3 часа раньше, чтобы заниматься, и для этого им специально покупали свечи. Были любимые учителя, были нелюбимые учителя. Среди любимых учителей это, конечно, был Куницын, это был учитель политики, он как раз нравственных вот этих вот предметов, Кашанский учитель литературы, Кайданов истории, там достаточно много было, француз Будри. Немецкий язык у них преподавал австриец Гауэншильд, которого не любил никто. Ну вот не любили, потому что считали, что он очень был придирчив, зол, очень часто несправедлив к детям. И как-то они чувствовали в нем вот эту хитрость. В конце оказалось, что он был австрийским шпионом вообще-то. И, скорее всего, докладывал о том, как обучали дворян, как обучали знать, как обучали тех, кто потом действительно занялся преобразованиями в России. Что еще интересно было? Их кормили 4 раза в день. Утром был чай с булкой, это не завтрак считался. Обед был из 3 блюд, по праздникам 4, ужин 2 блюда. Можете себе представить? Очень спартанское воспитание. Физические упражнения, плавание, верховая езда, гимнастика, подвижные игры, рисование, чистописание. Они, кстати, занимались каллиграфией на всех языках абсолютно, потому что каллиграфия очень хорошо организует наш мозг. И очень плохо, что мы перестали заниматься в детстве каллиграфией. Это я к учителю русского языка и литературы и к детям. Да. Хотите, чтобы ваш мозг был хорошо организован? Красивые буквы. Да? То есть вот это все, оказывается, взаимосвязано, что самое интересное. Хотелось, чтобы вы потом посмотрели, мы здесь специально положили постановление о лицее, да, здесь было прописано все, что касалось обучения. И правильно Анатолий Васильевич сказал, что они получили такие глубочайшие знания, что они могли работать абсолютно на любом поприще. Военное, пожалуйста.
Министерство иностранных дел, пожалуйста, владение языками. В 1834 году им добавляют английский язык, потому что очень многие шли конкретно в Министерство иностранных дел, а там без английского языка было нельзя. Французский они знали, как правило, еще из домашнего образования, да? Немецкий многие не знали. Вот очень удивительный факт. На уроках немецкого языка вот этот вот австриец Гауеншильд, он преподавал, так как он плохо знал русский, а очень многие ученики плохо знали немецкий, то он немецкую литературу и риторику преподавал на французском языке. Я все пытаюсь это понять, как человек, владеющий хотя бы одним, да, иностранным языком, как можно было преподавать немецкий язык на французском языке. Вот как-то вот он умудрялся, хотя знания они получили хорошие. Конечно, его потом заменили. Далее хотелось тоже обратить внимание на вот работу, которую сделал один из учеников опыт школы имени Горчакова, где он сравнивает свой лицей и Царско-сельский лицей, приходит к выводу о том, что, в общем, дух-то лицея сохранился. Вот потом посмотрите, очень интересное исследование. Причем пишет восьмиклассник всего лишь, ученик 7 класса. Я вам говорила о том, что все-таки вот Царско-сельский лицей это было закрытое учреждение. Они учились 11 месяцев в году, у них был только 1 месяц каникул. Это был июль, и то они проводили тут же, в лицее. Единственное, когда они могли встретиться со своими родными, это на праздники и в выходные, когда они приезжали к ним в лицей. И некоторые не видели своих родных все 6 лет. Можете себе представить? То есть, конечно, физические упражнения и то, что у них учеба перемежалась с прогулками, с какими-то гимнастическими упражнениями, это все играло огромную роль. Но вот когда лицей перевели в Санкт-Петербурге, он стал называться Императорским Александровским, там были трения, и все говорили, что нет, лицей не тот. Настоящий лицей это вот тот, который был в Царском Селе, а это уже что-то другое. Но они выпускники очень обижались и говорили, нет, мы продолжатели традиции Царско-сельского, поэтому нас нельзя разделять. И вот интересный очень экспонат, тоже посмотрите потом. Однажды в Российской библиотеке в Ленинграде среди книг, среди листочков книги нашли лицевую сторону, отпускной билет, когда воспитанников отпускали домой. То есть здесь написано, кто, с какого часа до какого часа отпускается домой, а сзади идет обратная сторона. Вне лицея воспитанники обязаны отпускной билет всегда иметь при себе, с точностью соблюдать установленную форму одежды и правила отдавания чести. На улице, а равно в публичных местах, всем без исключения воспитанникам воспрещается курить. В театрах, концертах, других местах могут сидеть либо в ложах, либо в партере не выше 7-го ряда кресел, при этом обязательно с сопровождением. Им не разрешалось заходить в кондитерские, они не могли купить у лоточников ничего. Воспитанники в цирке и балаганы могли ходить лишь в сопровождении родственников. Запрещалось ходить на публичные балаганы и маскарады. Воспитанник обязан был сообщать своему ближайшему начальнику о всех замечаниях, полученных от старших. Далее, воспитанник обязан доносить начальству с благодарной откровенностью о всякой своей неисправности, хотя бы ее никто не заметил. Чувствуете, как все интересно? В квартире у родственника или знакомого воспитанник должен вести себя скромно и учтиво, при входе в комнату гостей вставать и не садиться вновь без приглашения, старшим летам и дамам уступать дорогу и место и так далее. То есть вот были определенные правила поведения, которые действительно регламентировали жизнь воспитанников. Вот эта книжка Эйдельмана «Прекрасен наш союз», она очень хорошо написана, таким хорошим слогом, как раз вот для вашего возраста, почитать ее интересно, легко, конечно, читается. И надо сказать, что очень многие воспитанники Царского лицея, к сожалению, не приняли революцию, да, и оказались за границей, и они писали о том, что они ранены Россией. Вот их воспитали для блага страны, они оказались вне страны. И просто читать, в общем, очень, конечно,
грустно воспоминания лицеистов. Я встретила такое упоминание, что где-то в Аргентине человек шел по кладбищу и вдруг увидел могильную плиту, на которой написано «лицеист». Первое слово «лицеист». И потом фамилия. Представляете? То есть они гордились тем, что они воспитывались в лицее. И вот такое как бы... Лицеист 59-го выпуска Сергей Сергеевич Бехтеев, который оказался за границей, который был вот ранен в России, он написал как бы вот часть воззвания: «Любите Русь, святыня плод, мир кроткой кельи монастырской, дух мощной рати богатырской, нас всех хранящих от невзгод, любите, дети, свой народ». И так далее. То есть там, в общем, конечно, патриотизм был очень высокого уровня, высокого качества, и очень, конечно, серьезно была гражданская позиция. Константин Густавович Эмме, человек, который закончил лицей императорский Александровский в 1899 году. Это человек, который швед по национальности, его предки приехали еще при Петре Первом. Он знал 4 иностранных языка: шведский, английский, немецкий и французский. Так как он учился за казенный счет, ему пришлось еще потом 6 лет отрабатывать. Он был воспитателем в лицее. А затем он, так получилось, что связал свою жизнь с эсерами. Соответственно, царская охранка на него как бы заводила дело. В конечном итоге его с женой лишили всех званий, имущества и отправили в ссылку на 5 лет. Оттуда они смогли убежать при помощи как бы тещи, матери жены, которая привезла им поддельные паспорта. Так они уехали в Швейцарию, и там Константин Густавович заканчивает электротехнический университет. Вот посмотрите, широкое образование позволило тут же получить, прослушал курсы университета 2 года примерно, и он уже получает хорошее техническое образование. И затем, после того, как начинается революция, с группой товарищей они возвращаются в Россию для общей пользы. То есть, вот, понимаете, он не смог там жить, он вернулся в Россию. Он работал на многих предприятиях Санкт-Петербурга, как-то вот не очень хорошо отзывался о революции, он сочувствовал, но ему не нравился вот этот вот террор, который был. И тогда его просто-напросто ссылают в Ижевск, ему дают партийное поручение, мобилизация, и он приезжает в 1919 году сюда к нам. Вот я нашла такое сравнение, что для Удмуртии в то время он был, как для нас сейчас, живой космонавт. То есть доселе что-то невиданное. Инженер, электротехник, человек, который читает на 4 иностранных языках, он привез богатейшую библиотеку сюда и кучу журналов. Человек, который начинает учить крестьян, которые оторвали из деревни, привезли в город, он начинает их учить математике, физике, алгебре. Он действительно был, вы понимаете, вот он не хотел просто сидеть. Он говорил о том, что никакой праздности, нужно какие-то проводить кружки, этнографические, краеведческие, нужно изучать свой край, где ты живешь. Вы знаете, что для того, чтобы понимать своих учеников, он выучил удмуртский язык. Правда, он говорил о том, что я говорю на разговорном удмуртском. Но он выучил удмуртский язык. То есть он всегда считал, что ты должен знать язык того народа, среди которого ты живешь. Удивительный человек. При его поддержке, его помощи была построена первая ТЭЦ на 12 тысяч квадратных киловатт-час. Была первая электромартеновская печь. Он первый, кто посмотрел и приложил как бы свою руку к появлению у нас трамвая и говорил о том, что необходимо, вот проложили когда трамвай от Советской до Кирова, он говорил, что там есть гора, которая очень высокая, ее нужно срезать. Но ему сказали, вот тут москвичи посчитали, они сказали, что можно ездить. Он сказал, нет, это опасно. Действительно, получилось 3 аварии с человеческими жизнями, когда отказали тормоза, и
трамвай просто поехал и столкнулся с другим трамваем. И потом все-таки пришлось срезать эту гору, чтобы не было вот этих вот неприятных вещей. А он, как человек-электротехник, как человек знающий, он это все просчитал. Он поставил радиовещательную вышку, то есть он сделал очень много для нашего города. С сегодняшнего дня пишет бюро. Ему удобно.